Рожденный под бой курантов. Выставка с таким названием открылась в музее имени Ярославского в Якутске. Она посвящена 90-летию со дня рождения ветерана тыла, заслуженного работника народного хозяйства Якутии Ивана Подойницына. Саргалана Федорова продолжит тему. «Жила бы страна родная». Эта строчка из песни не сходила с уст Ивана Подойницына. Где бы он ни работал, своим самоотверженным трудом оставлял благотворный след в жизни республики. На выставке представлены награды, фотографии, архивные документы, театральные афиши из архива Русского драматического театра. Первая витрина посвящена детству Ивана Ивановича. Свою трудовую деятельность он начал в 14 лет. В 20 лет поступил в Благовещенское речное училище. Здесь есть кораблик с надписью «Театралу с душой речника». Из семейного архива представлены личные вещи: бушлат, тельняшка, штурвал. Потом мы поэтапно отразили этапы его трудовой деятельности. Это республиканская типография, первое в республике предприятие коммунистического труда. Это обком профсоюза транспортных рабочих республики. Тогда профсоюзы были огромной силой в советские времена, и он много сделал для того, чтобы поднять престиж простого человека, водителя, таксиста. Представлен стенд, отражающий его трудовую деятельность в коммунальном хозяйстве. Благодаря ему в столице появились памятники солдату на Ильмине, борцам революции, Ленину. Иван Подойницын 22 года проработал директором Русского драматического театра. Храм культуры поднимал буквально из руин и пепла после пожара. И в кратчайшие сроки. Флотский порядок у него был везде. Для артистов он был учителем во всем. Человек, который умел потрясающе, феноменально разводить любой, даже самый острый конфликт. Я вот этому качеству старался у него как раз научиться. Под его руководством и благодаря его стараниям в 1998 году театру присвоили наименование «Академический», а в 1999-м имя Александра Сергеевича Пушкина. Выставка будет работать до конца мая. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск.